В рамках форума безопасности граждан от действий мошенников мы продолжаем серию лектория. Сегодня у нас в студии Татьяна Дроздова, лектор, так скажу, финансовый лектор Банка России, правильно будет говорить? Да. И первый вопрос, который бы я хотел задать, что такое финансовая пирамида, да, и насколько она опасна для граждан? Ну, уже доказано, что она опасна, но у Банка России есть рецепт защиты от нее. Добрый день. Ну, давайте начнем с того, вот первоначально я скажу, что Центральный банк Российской Федерации – это не коммерческая организация, это не коммерческий банк, да, мы являемся надзорным органом, мы контролируем деятельность не только кредитных организаций, но и страховых организаций, ломбардов, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, да, и нас не зря называют мегарегулятором, потому что мы вот регулируем деятельность всех финансовых организаций. И вот если банки и страховые организации должны иметь лицензию Банка России, то финансовые организации, которые занимаются какой-то деятельностью, должны состоять в реестрах Банка России. И тогда, если вы проверяете, начинаете работать с какой-то финансовой организацией, вы можете проверить ее на сайте Банка России, есть ли она в реестре, не закрылась ли она, и если она в реестре есть, тогда вы спокойно можете с этой организацией работать. Это легальная организация. Почему начала именно с этого? Потому что вот финансовая пирамида – это же мошенническая схема. И там привлекают людей, чтобы они вносили свои сбережения с целью получения высокого дохода. Но как предыдущий спикер уже говорила, что да, гарантировать доходность на фондовом рынке – это противозаконно. Гарантировать доходность может только банк по вкладам. Вот там устанавливается определенный процент, и если по окончании срока вы раньше не забираете, вам банк гарантированно выплачивает доход в соответствии с этими процентами. На фондовом рынке вам доходность гарантировать никто не может. Ну, финансовая пирамида, классическую мы все знаем, но, может быть, молодежь не помнит, это 90-е годы, это МММ. Да, там действительно люди, те, которые верхушка, они получили доход. Но за счет чего они его получили? За счет того, что они привлекали все новых и новых участников, да, которые вносили свои деньги, и верхушка получила доход, а низы, ну, простите, уже не смогли. Сейчас таких классических финансовых пирамид на рынке практически нет. Финансовая пирамида, она может маскироваться под что угодно. Под кредитный потребительский кооператив, под микрофинансовую организацию. Они могут предлагать какие-то товары и услуги. Да? Иногда в интернете. Она может себя прям позиционировать как финансовая пирамида. Они говорят, да, мы финансовая пирамида, но вот если вы сейчас первые вложите свои деньги и потом приведете нам еще участников, то вы-то как раз доход получите, ну а те, кто там уже внизу, не получат. Они вот это не скрывают. А есть финансовые пирамиды, которые позиционируют себя как какая-то там инвестиционная компания, да, либо компания, которая может продавать какие-то товары и услуги. Вот, кстати, недавно у нас в Якутске открылась организация. Название ее произносить не буду, потому что у нас люди и так все туда стремительно пошли. Было такое, да. Тем более на проспекте Ленина города Якутска. Вот, понимаете, и люди не понимают, они вкладывают туда свои деньги, а им обещают какие-то скидки на путевки или на какие-то билеты. Но при этом эта компания, она абсолютно не может подтвердить ни свою деятельность, не может подтвердить, как она будет давать эти скидки предоставлять, как она будет покупать эти билеты, да, со скидкой, как это вообще будет происходить. Но люди верят, и поэтому все идут. Могут предлагать купить акции и облигации. Предыдущий спикер говорил, прежде чем купить акции и облигации, нужно быть уверенным, что вы делаете это правильно, что вы хорошо разбираетесь в инструменте, да, что вы понимаете. Могут предложить вложиться в криптовалюту. Могут предложить вложиться, например, в золотодобычу, там, в какие-то инфраструктурные проекты. И что якобы это все принесет высокий доход, и за счет этого вы получите высокие проценты. Вот для того, чтобы понимать, что это не финансовая пирамида, вы должны отличать несколько признаков. Во-первых, всегда нужно проверить лицензию.
либо находится ли эта организация в реестре Банка России. Вот основное правило зайти на сайт Банка России Сбер.ру, и проверить эту организацию. Ну, практически любую организацию, которая занимается финансовой деятельностью. Да. Это главное, да? Да, в реестре ее можно проверить. Но помимо того, обращаю ваше внимание, что на сайте Банка России есть еще список организаций, которые имеют признаки нелегальной деятельности. И если Банк России, он не может повлиять на организацию, которая ему не подконтрольна. Он может направить про нее информацию в прокуратуру, в следственные органы. Но при этом у нас есть на сайте Банка России список организаций, которые считаются сомнительными и которые совершают вот эти вот сомнительные действия. И вы тоже можете посмотреть название, ИНН или что-то УГРН, да, в списке этих организаций. Там прямо у вас отдельный список. Отдельный список, он прям так называется. Да, список организаций, которые сомнительные, да. Это тоже все можно найти. Все это можно найти на первой странице в поисковой строке. Второй признак – это когда вам предлагают высокую доходность. Вот если вам предлагают доходность гораздо выше, чем в среднем по рынку, выше, чем по депозитам, выше, чем вот те же брокерские компании предлагают, да, это уже тот признак, когда вы должны насторожиться и понимать, что слишком высокая доходность – это может быть мошенническая схема. Мы должны помнить, бесплатный сыр только в мышеловке. Ну, к сожалению, это так. Если вам предлагают привести с собой еще клиентов, если вам предлагают внести наличку. То есть это все признаки... все признаки финансовой пирамиды. При этом вам говорят, что они будут вкладываться в высокодоходные какие-то активы, но документально подтвердить они это не могут. Если вы посмотрите документы, которые у них есть, или сайты, то там будет вообще все минимально. То есть там не будет никакой ответственности не несут, никто у них учредители, никуда они будут вкладывать эти денежные средства. У них ничего вот этого подтверждения нет. На сайтах там, как правило, тоже минимум информации, нет ни адреса, ни электронного адреса, есть только обратный звонок. Даже номера телефона нету, как горячей линии, например, есть только обратный звонок. Вот эти вот все признаки в совокупности, это говорит о том, что все-таки надо посмотреть на эту организацию, с которой вы собираетесь сотрудничать, более критично. И понять, хотите вы вложить туда свои деньги, хотите вы их потерять или не хотите. И поэтому не надо вот бросаться за рекламой. Любое решение, когда вы вкладываете свои денежные средства, свободные денежные средства, не кредитные, ни в коем случае не кредитные, да, вы должны понимать, с кем вы работаете, что вы делаете. И делать это именно с холодной головой. То есть вы все анализируете, только после этого принимаете решение. Ни в коем случае не ведетесь ни на какую рекламу. Я еще раз хочу сказать, что перед вами лектор Центробанка России Татьяна Дроздова. Я правильно сказал? Да. И мне просто, еще раз говорю, прислушайтесь к совету представителя Центробанка. Вот это основные признаки, да. А вот по дистанционному мошенничеству, я вот был на форуме, когда было пленарное заседание, и с удивлением узнал, что принято очень много мер, которые помогают тем гражданам, которые есть гражданам, даже тем, которые попали к мошенникам. И, тем не менее, есть меры, которые просто это мошенничество предотвращают, правильно? Да. Да, с 25 июля этого года вступил в действие закон, в котором кредитные организации обязаны на двое суток приостанавливать переводы, если вы совершаете перевод на номер счета, либо на номер карты, который есть в мошеннической базе данных. Что это за база данных? Банк России со всех кредитных организаций, и в том числе МВД тоже поставляет туда информацию, да, собирается информация о том, когда люди перевели деньги и пожаловались потом, что это мошенники. И там вот номера телефонов, номера карт, все это собирается в этой единой базе. Эта единая база доступна всем кредитным организациям. И вот, например, вы сегодня вдруг проснулись, и вас там кто-то заинтересовал, вы хотите что-то купить, и вы хотите перевести большую сумму денег. И вы начинаете делать перевод, неважно, это будет в самом банке, это будет в мобильном приложении, это будет через личный кабинет вашего банка. И вас банк говорит, предупреждает вас, либо это будет СМС, либо пуш-уведомление о том, что тот номер счета или тот номер карты, на который вы пытаетесь перевести деньги, он находится в мошеннической базе данных. Предлагаем вам подумать. Операция блокируется на 2 дня.
Если по истечении этих 2 дней вы все-таки принимаете решение перевести деньги, банк выполнит ваше поручение. Но в этом случае, если вы обратитесь в полицию, деньги вам не вернутся. Ну, не только в полицию, тот же банк, в котором Ну, вы банк, брали, да, если но в брали любом там деньги, да. Но получается, что вот, а если банк вас не предупредил, и если не приостановил эту операцию и перевел на этот номер счета, либо по этому номеру телефона, то он обязан будет вернуть вам ваш перевод. Я вот правильно понял, что в данном вот случае, который вы сказали, оказывается, и банк несет ответственность. Если в базе данных есть тот телефон, то есть банк, не проверив, перевел деньги, это уже вина банка, я правильно сказал? Да. Да. В течение 2 суток он блокирует, и вы принимаете решение, будете вы переводить или не будете переводить денежные средства. То есть нашим зрителям надо просто понимать о том, что вы в каких-то вопросах уже защищены не кем-нибудь, а Центробанком, своим принятием этого Но приказа. это федеральный закон, да. который утвержден у нас Госдумой и правительством, поэтому здесь были наши предложения. Но не надо забывать о том, что у всех коммерческих банков есть специальные фрод-системы, которые проверяют все переводы на то, чтобы как-то предотвратить вот эти вот мошеннические действия. Не надо говорить о том, что, например, там банки только и делают на то, что они там как-то обманывают, да, пытаются заработать себе прибыль. Нет, банки очень хорошо защищают своих клиентов. И если вы обратили внимание, то и в мобильных приложениях сейчас предлагаются и блокировать номера, да, чтобы звонки не поступали когда. И предлагаются антивирусные системы, чтобы вы установили на свой телефон. Это именно банки предлагают. То есть банки предлагают вам свою защиту, вам просто нужно ей воспользоваться. И тогда у вас мошенники будут меньше вам поступать звонки через те же мессенджеры. И тогда человек будет более защищен. Потому что мошенники сейчас очень активизируются через мессенджеры. Здесь довольно сложно это все отслеживать, потому что если здесь мобильный телефон, здесь мобильный оператор, здесь это проходит, то через интернет вот это вот отслеживание, оно довольно-таки сложно. Поэтому вот там человек должен сам принимать решение. Но еще хотела сказать по поводу кредитования. Сейчас очень многие люди говорят о том, что почему вот мошенники могут взять на нас кредит. Да? Либо... Ну, здесь я вот хотел бы справку внести. Да? Дело в том, что на пленарном заседании сказали, что деньги выдает не человек, а определенная программа, у каждого банка своя. Правильно я сказал? Или как сейчас модно говорить, какой-то интеллект. Давайте так. Но прежде чем выдать кредит, оценивается платежеспособность клиента. Да? Если человек платежеспособен, это его право получить кредит и использовать его на какие-то свои нужды, да, на свои цели. Но разработаны рекомендации для коммерческих банков, для менеджеров. Теперь у каждого менеджера, кредитного менеджера, который выдает кредит, все равно большинство кредитных договоров подписывается в банке. У каждого кредитного менеджера есть специальный чек-лист, и он обязан клиенту задать определенные вопросы. В том числе, если он видит, что клиент находится под воздействием мошенников. То есть бывает такое, что человек по указку, по телефону, там, да, через наушники выполняет какие-то действия третьих лиц, то у менеджера для этого тоже есть определенные действия. Он сообщает своим еще сотрудникам, которые приходят и продолжают разговор, чтобы предотвратить выдачу вот этого кредита. Но не всегда клиенты откликаются на уговоры менеджеров. Например, они настаивают на выдаче кредита. И есть случаи, когда человеку отказали в выдаче кредита по причине того, что сейчас в кассе нет денежных средств, той суммы, которую нужно выдать, с тем, чтобы вот женщина передумала и таким образом уберечь ее от мошенников. Она пришла на следующий день, она сказала: нет, мне нужен кредит, все, вы должны выполнить мои условия. Ей кредит выдали, она через 2 дня пошла и написала заявление в полицию, что она находилась под воздействием мошенников. Это когда люди сами берут кредит. Сейчас прорабатываются меры, чтобы обезопасить от мошенников и от воздействия именно от психологических уловок, от воздействия психологических уловок. Сейчас такие тоже меры разрабатываются. Но на текущий момент, например, с 1 марта 2025 года через госуслуги вы можете подать заявку на запрет, чтобы вам брали кредит. Например, вы заходите на госуслуги, ставите себе самозапрет. С 1 марта 2025 года через госуслуги. С 1 сентября 2025 года через МФЦ.
Вы ставите сам галочку такую, ну, подаете заявку на самозапрет на выдачу кредита. И когда мошенники от вашего имени будут пытаться взять на вас кредит, банк проверит, что у вас в кредитной истории стоит галочка, что вы не хотите брать кредиты, кредит не будет выдан. Так галочку эту можно ставить любое количество раз, неограниченно. И она распространяется на потребительские кредиты. То есть на ипотечное и автокредитование не распространяется, потому что там довольно-таки сложные условия выдачи кредита. А потребы, они выдаются, как правило, быстрее. Но вопрос в чем? Когда вы галочку поставили, и вдруг вы захотели взять кредит снова, да, вы можете эту галочку отжать. То есть подаете запрос и говорите, я хочу брать кредит, эту галочку отжимаете. У вас есть на это сутки. Даже если вы находитесь под воздействием мошенников, у вас эти сутки двое есть на то, чтобы подумать. Пока вы эту галочку отжали, пока вам разрешение поступило, что вы можете брать кредит, вы прозрели. Вы посоветовались со знакомыми, с друзьями и поняли, что вы кредиты берете под воздействием мошенников. Ну а если вы берете по собственному желанию, то, конечно, вы пойдете его и возьмете. И вот этот вот самозапрет, я советую все-таки людям, которые не планируют брать кредиты в ближайшее время, там ближайшие 3 месяца, 6 месяцев, вот потом поставить этот самозапрет. Это будет именно защита от мошенников. Если вы даже попадетесь на их уловки, это будет вас защищать. А вот хотелось бы совет в заключении нашей беседы, вот совет такой самый, наверное, приятный для наших телезрителей. Ну, действительно, наверное, надо подумать, да, или же, как бы сказать, ознакомиться, наверное, с сайтом Центробанка, мне так кажется, нет? Я, знаете, предлагаю вам вообще ознакомиться с сайтом «Финансовая культура», fincult.info. Это сайт, который написан вот простым языком для широкой аудитории. То есть Центральный банк, да, сайт Центрального банка Российской Федерации, это официальный сайт, это первоисточник финансовой информации, там очень много полезной информации, да. Но для простого обывателя, скажем так, да, для простых людей, вот сайт «Финансовая культура», там все написано простым языком про кредиты, про депозиты. Там есть калькулятор, депозитный калькулятор, есть кредитный калькулятор. Вы можете рассчитать свою доходность по вкладу, либо вы можете рассчитать, сколько вы переплатите по кредиту. Там есть статьи про мошенников, публикуются все схемы. На сайте Центрального банка тоже все есть эти схемы, но вот именно на сайте «Финансовая культура» там все проще написано. Проще, легче и интереснее. И с участием, наверное, Центробанка? Конечно, этот сайт разработан Центральным банком Российской Федерации. Финансовая культура тоже. Так что у нас главный совет в заключении нашей беседы обратиться на сайт «Финансовая культура». До свидания, до скорых встреч. Спасибо.